такие вопросы, слушай, сложные на самом деле. Ты знаешь, вот сказать честно, что я ничего не смотрю, что ли? Честно говорить или нечестно? Не, на самом деле, конечно, я смотрю новости. Новости я смотрю на всех каналах. И, в принципе, наверное, рекомендую это смотреть, чтобы быть в курсе вообще, что происходит у нас здесь, какие события случаются. Что касается программ, сейчас нет, к сожалению, на бурятском телевидении программ, которые бы были мне, скажем, интересны. Вернее, не потому, что их не потому, что они есть и они неинтересны, а потому, что их просто не делают. Я даже вспоминаю те времена, когда мы с тобой работали на телевидении, допустим, тогда была возможность как-то делать авторские программы, показывать людям интересных, неизвестных, но очень талантливых людей. А теперь почему-то СМИ идут по пути раскрученных лиц, медийных персон и стараются, что как печатные, так и телевизионные, они хотят показывать тех, кто известен. Между тем, вот у меня всегда был, допустим, принцип наоборот. Показывать что-то новое, чем-то удивлять, открывать новые имена, новую музыку, новые фильмы и тем самым просвещать публику. Вот. Поэтому, к сожалению, в бурятском телевидении ничего просветительского нет. И это огорчает. Что не хватает на бурятском телевидении? Мне не хватает на бурятском телевидении, я имею в виду, если правильно, да, понимаете, не бурятское телевидение ГТРК Бурятия, а вообще все каналы, которые... Мне не хватает разговоров, умных разговоров, продолжительных, аналитических, где бы я могла слышать рассуждения, размышления в кадре людей, интересующих меня. Я очень люблю жанр интервью. И с большим удовольствием его смотрю и слушаю на центральных каналах, особенно когда человек мне жутко интересен, и то, что он говорит, может меня как-то, скажем, приподнять над этой действительностью, открыть мне что-то новое, я припадаю к экрану, с удовольствием слушаю. Мне интересно мнение очень многих людей. Есть ряд людей в Бурятии, мнение которых мне очень интересно. Мне интересен ход их мыслей. Так вот, такой возможности телевидение местное не дает. На то есть тоже ряд причин, там и ограниченность эфирного времени и так далее, то есть и коммерческая сторона вопроса. Но тем не менее, если бы это было бы здорово. Ну и, конечно же, вот опять же говорю, люди, которые неизвестны, но интересны, открывать что-то новое, тоже, в принципе, миссия телевидения. Также телевидение, еще мне не хватает анализа, некого анализа вообще происходящих событий, потому что если политическую жизнь у нас еще пытаются на экранах телевидения как-то анализировать, то культуру нет. Говорят, что в лучшем случае журналисты ограничиваются, было то-то, выступали те-то, или вообще, а зачем снимать концерты, это все равно неинтересно. Проанализировать ситуацию, а что это изменило, собственно, в жизни Бурятии, в кругозоре жителей Бурятии, хорошо это было, плохо ли, такого не происходит. Просто это тоже очень жалко, потому что хочется как-то тоже со стороны СМИ понимать, правильно ты идешь, какая реакция жителей на то, что ты делаешь. Потому что культурных событий, жизни, вернее, культуры Бурятии сейчас происходит очень много интересных. В частности, благодаря министру культуры Тимуру Цыбекову, то есть его креативные всяческие идеи, которые тоже должны как-то анализироваться, оцениваться с общественностью, прежде всего СМИ, которые формируют общественное мнение, оно как бы не происходит. Зато с удовольствием все обсуждают какие-то там скандалы, которые случаются, которые не стоят вообще внимания, они с удовольствием обсуждаются. И вот это очень жалко. И думаю, почему это происходит, потому что, чтобы оценить что-то, хорошо это или плохо, да, нужно, видимо, самому тоже иметь какую-то систему ценностей, систему координат. Что-то любить, что-то не любить, много чем интересоваться, и тогда ты будешь
в состоянии оценить, хорошо это или плохо. Видимо, не все интересуются. Вот эта вот рутина, гонка ежедневная, так сказать, там, такая, скажем, работа без чего-то такого, она загоняет, в конце концов, любого журналиста в рутину, и ему становится, все становится на конвейере. И уже как-то выйти из этого. И единственное, что одна надежда на блогеров, на какую-то такую уже авторскую журналистику, которая уже и не журналистика вовсе, но тоже мнение людей Фейсбука и других социальных сетей, благодаря их мнению создается тоже какое-то понимание вообще, что происходит сегодня в Бурятии и в мире в частности. Вот так.